Самый увлекательный и масштабный географический праздник завершился в Москве. В столичном парке Зарядье прошел фестиваль «Открываем Россию заново вместе». В течение 10 дней с утра до вечера гости мероприятия, не выезжая из города, могли познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов нашей страны. На форуме обширно была представлена и наша республика. Чем удивляли якутяне гостей и жителей столицы, подробности в материале Максима Кардозу. Наверное, место идеальнее для географического фестиваля, чем парк Зарядье, и не придумать, ведь его проектировали как такую мини-Россию. Здесь представлены различные климатические и ландшафтные зоны нашей огромной страны. Например, можно посмотреть на знакомый всем березняк средней полосы, или карликовые растения тундры, или буйную растительность субтропиков. Здесь даже ледяную пещеру построили. Кстати, именно в ней можно было бы разместить и главный экспонат выставки. Это мамонтенка, а также двух львят, которых привезли из Якутии. Но для того, чтобы на них посмотреть, не нужно спускаться в ледяную пещеру. Экспонаты выставляются в этом специальном боксе. Там постоянная температура, минус 20 градусов. Это необходимо для того, чтобы мумии хорошо сохранялись. Здесь находится и мамонтенок, и два львенка. Львят зовут Борис и Спартак. Так звали людей, которые их нашли. Но здесь есть один нюанс. Когда начались исследования, выяснилось, что Спартак оказался девочкой. Ими решили не менять. На эти уникальные экспонаты можно было посмотреть и днем, и ночью. Доступ к боксу был круглосуточный, и увидеть доисторических животных хотели тысячи посетителей парка. Очень интересно посмотреть, прикоснуться к истории, что когда-то вот ходили такие у нас мамонтенки. Конечно, жалко стало вот этих вот маленьких котят. Ну, в общем, впечатления такие приятные очень. Сложно представить, как и много лет, и вообще вот это вот период времени осуществить, что мы видим сейчас то, что было очень давно. Приятные впечатления, конечно. Побыли в истории. Приезжайте почаще с новыми экспонатами. Причем пещерные львята представляют и большой научный интерес. Вот эти львы, они могут дать информацию об экстерьере, потому что они уже более такие взрослые, у них уже есть взрослая шерсть, то есть, да, вот, и подшерсток, и у них уже обретается окрас взрослой особи. То есть мы можем реконструировать именно цвет этих животных, которая доселе была неизвестна. На протяжении всех 10 дней наша республика не переставала удивлять посетителей фестиваля. И действительно, якутская программа была обширная. Каждый день у нас будут проходить мастер-классы, лектории, мастер-классы по строганине, по изготовлению национального блюда кёрчах, а также по бисероплетению, настольные якутские игры. И также в конце, завершающий день, у нас будет мастер-класс по масс-рестлингу. Гости фестиваля смогли увидеть и северные танцы, и услышать звук хамуса. Причем посмотреть на кусочек Якутии в самом центре Москвы приходили не только жители и гости столицы, но и якутяне. Покровчанка Наталья Скрябина оказалась в Москве проездом, но когда услышала, что у стен Кремля появилась ураса, сразу же отправилась в Зарядье. Я как туристка в нашей столице, в городе Москве, конечно, в Зарядье бываю. Но сегодня все мои ожидания превзошли. Во-первых, нас угостили очень вкусной рыбой, строганиной. Далее наша ураса очень красивая. Мне кажется, красивее всех. Может быть, патриотично поэтому. Так, конечно, большое спасибо организаторам. Фестиваль Русского географического общества проводится не каждый год. Когда состоится 5-й юбилейный праздник, организаторы точно сказать пока не могут. Но можно с уверенностью констатировать другое. Со своей задачей показать уникальность и красоту разных регионов России. Этот фестиваль справился на отлично. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем.